Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Ингушетия и УР-МО МВД России Малгобекский во взаимодействии с коллегами из УР-ГУ МВД России по Краснодарскому краю в городе Краснодаре задержали 51-летнего уроженца Малгобека, подозреваемого в убийстве человека. Сообщение об обнаружении тела мужчины в автомобиле ВАЗ-2110, припаркованного в 200 метрах от центральной мечети в селении Зязиков-Юрт, поступило в дежурную часть МО МВД России Малгобекский 3 декабря 2025 года в 18 часов 12 минут. Тогда прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный из неустановленного огнестрельного оружия выстрелил в жертву в область грудной клетки справа. От полученных травм пострадавший, которым оказался житель Ингушетии 1984 года рождения, скончался. В настоящее время предполагаемый злоумышленник доставлен на территорию республики и передан сотрудникам Следственного отдела по городу Малгобек СУ СК Российской Федерации по Республике Ингушетия, которыми по факту убийства человека было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. До избрания меры пресечения фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следственным отделом по городу Малгобек Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия расследуется уголовное дело, возбужденное по факту убийства местного жителя. Ранее сообщалось, что 3 декабря 2025 года в вечернее время на окраине сельского поселения Зязиково-Юрт Малгобекского муниципального района Республики Ингушетия обнаружен автомобиль, в салоне которого на заднем сиденье обнаружено тело местного жителя с огнестрельным ранением в области грудной клетки. В ходе проведения сотрудниками МВД России по Республике Ингушетия оперативно-розыскных мероприятий на территории города Краснодар задержан 51-летний житель Республики Ингушетия. Подозреваемый доставлен в Следственный отдел по городу Малгобек. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Фигурант задержан по подозрению в совершении указанного преступления в порядке, предусмотренном статьями 91-92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Ему предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого деяния. Кроме того, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.